Сәлемдестер, қалайсыздар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Камераның алдында Юлия from Казахстан. Приветствую вас, дамы и господа, перед камерой, как вы поняли, я, Юлия from Казахстан, и мы продолжаем учиться читать по-казахски. Итак, представьте себе ситуацию. Шла я по городу и увидела вот такое вот выражение нашего президента, да? Давайте же скорее научимся это читать. Ну а перевод я обязательно постараюсь прикрепить. Так что вы даже узнаете перевод. Да. Итак, я читаю, вы повторяете за мной. Если вдруг не получается, то, как обычно, мы с вами разберем каждое слово. Біз егемендікті тынымсыз еңбекпен, мызғымас бірлікпен күн сайын қорғауымыз керек. Получилось прочитать? Верю, что у многих из вас уже получилось. Ну а для тех, кто видит меня в первый раз, погнали. Будем разбираться. Читаем первое слово. Слово «біз». «Біз». И видим там палочку с точкой. Так вот, палочка с точкой в казахском языке – это мягкая буква казахского алфавита. Она, конечно, не настолько мягка, как буква «и», но все-таки достаточно мягкая. Итак, пробуем прочитать сначала через букву «ы». «Біз» – это очень твердо. Пробуем прочитать через букву «и». «Біз» – это очень мягко, а вот через палочку с точкой – это вот та самая средняя мягкость между буквой «ы» и буквой «и», которая нам необходима. И еще один нюанс – палочка с точкой вот эта вот, она читается очень и очень коротко. «Біз», «о», 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 «біз». Едем дальше. А может быть летим? Егемендікті. Егемендікті. Пардон. Пробуем читать по слогам. Еге, егемен. Здесь ничего сложного. Здесь срабатывает правило, как пишется, так и читается, и ничего не искажается, да? То есть мы букву Е читаем ровно точно так, как она написана в алфавите. И читаем вторую часть слова. Дыкта. Здесь у нас стоит палочка с точкой, которую мы только что научились читать в слове «біз». Егемендікті. «Біз егемендікті». Погнали дальше. Третье слово «тынымсыз». И здесь все как и в русском языке, да? Пробуем прочитать через букву «ы». Тынымсыз. Но, чтобы прочитать это по-казахски, букву «ы» нужно произнести коротко. Да-да-да, во всех слогах. Тынымсыз, тынымсыз, тынымсыз. Думаю, у вас все получается. Следующее слово еңбекпен. Сначала пробуем прочитать его через обычную букву «н». Еңбекпен. Думаю, у вас все получилось. Как же теперь нам научиться произносить вот эту букву «н» с хвостиком снизу? Ну, для любителей английского языка все очень и очень просто. Буква сочетания «н» и буквы «g» в английском языке, например, в словах English, morning, evening, дают вот это вот сонорное звучание буквы «н» обыкновенной, да, которое мы применяем в казахском языке. Ну а для тех, кто с английским еще пока не знаком, советую со всеми языками мира познакомиться. Давайте научу по-другому. Произносим сначала обычную букву «н» и понимаем, что мы с вами упираемся языком в верхние зубы. Далее, что мы делаем? Мы с вами тянемся кончиком языка к верхнему небу. Смотрите, не к тем бугорочкам, которые находятся сразу за зубами, вот прям почувствуйте их, да? Не к этим, а прям к верхнему небу. И произносим обычную букву «н». И не дотягиваясь языком до верхнего неба, опять произносим обычную букву «н». В этом и получается магия. Именно таким образом вы и научаетесь произносить букву «н» с хвостиком снизу. Надеюсь, у вас все получается. Еңбекпен. Едем дальше. Мызғымас. Мызғымас. Здесь нет ничего сложного, кроме одной буквы, если вдруг вы не смотрели мои предыдущие видики. Ну, хотя странно, надо посмотреть.
как научиться читать букву Г или букву Г с черточкой посередине. На самом деле все просто, многие из вас уже умеют это делать, когда, например, искажают букву Г в обычных, ну так скажем, русских словах, да? Потому что этимологию всех слов я все равно не знаю. Например, город, а вы говорите город. Ну, не вы, а кто-то из вас. Например, что еще? Горох, а кто-то из вас говорит горох. Вот если вы так умеете говорить, то когда в казахском языке вы видите букву Г с черточкой посередине, ну, собственно, эту букву и нужно произносить. Мыз, г, мас. И еще раз напомню, буква И читается очень и очень коротко. Мызгамас. Погнали дальше. Слово берликпен. Берлек, берликпен. И здесь, смотрите, палочка с точкой. Та самая палочка с точкой, та самая мягкость, которую мы уже с вами научились произносить в словах без и егемендикта. Здесь нет ничего сложного. Ну а буква Е, собственно, как пишется, так и читается. Берлек, берликпен. Но здесь есть нюанс. Здесь есть буква Л, которая стоит рядом с палочкой с точкой. И вот когда буква Л стоит рядом с мягкой гласной, то, соответственно, она тоже произносится мягко. Берликпен. Погнали дальше. Слово кюн. Кюн. И чтобы прочитать вот эту вот недописанную букву У, за основу нужно взять букву Ю. Кюн. 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 Да-да-да, именно букву Ю, которая стоит после согласной. Погнали дальше. Слово саян. Саян. Буква И читается очень коротко, но все-таки она должна быть. И краткая в данном случае, знаете, она служит как будто бы сливочным маслом между хлебом и колбасой. Она так делает произношение очень мягким. Саян, хотя все буквы твердые. И следующее слово коргаумас. Корга, коргау, коргауа, коргау-мас. Как прочитать букву К с хвостиком снизу? На самом деле все очень и очень просто. Нужно просто откашляться или отхаркнуться через букву К, обыкновенную, и у нас получится следующее. Коргау. Коргау, букву Г вы научились произносить. Кстати, ее можно учиться произносить ровно точно так же, как мы с вами сейчас научились читать букву К, то есть точно так же откашляться или отхаркнуться через букву Г обыкновенную. Г. Коргау. Коргау амыз. Окончание амыз. Что я про него хочу сказать? В общем, буква И в данном случае тоже читается очень и очень коротко. Ничего нового я для вас не открыла. Коргаумас. И заключительное слово керек. Керек. Как пишется, так и читается, и ничего не искажается. Хотя кое-что может очень даже исказиться. Например, буква К в начале слова. Коргаумас. Что мы с вами слышим? Мы слышим букву З на конце. А это означает, что слово «керек», которое начинается с глухой буквы «К», может произноситься как «герек» через букву «Г», через звонкую букву «Г». Коргаумаз герек. Ну а теперь давайте все прочитаем целиком. Собственно, зачем мы здесь сегодня и собрались. Без егемендіктетінімсіз еңбекпен мызғымас бірлікпен күн сайын қорғауымыз керек. Біз егемендікті тынымсыз еңбекпен, мызғымас бірлікпен күн сайын қорғауымыз керек. Итак, дамы и господа, сегодня мы с вами научились читать большущее выражение. Надеюсь, вам понравилось, и увидимся в следующий раз. Ваша Юля from Казахстан.